Обеспечение населения питьевой и поливной водой является основой развития регионов. Об этом не раз в своих выступлениях отмечал глава государства Сооронбай Жээнбеков. С 2018 года правительство усилило работу по реализации госпрограммы развития ирригации до 2026 года. За последние 2 года введено в эксплуатацию 4 крупных ирригационных объекта. Еще на 3 завершены основные работы. По всей республике за этот период освоено более 1920 гектаров новых орошаемых земель. Повышена водообеспеченность на площади более 3900 гектаров. Улучшена мелиоративная способность на 5000 гектарах. Реализация государственной программы ирригации на период 2027 года. Из них мы первым приоритетом приняли до 2023 года 31 ирригационных объектов с мощностью 23,8 тысячи гектаров новых орошаемых земель, 46 тысяч гектаров повышение водообеспеченности. Глава Госагентства водных ресурсов Кокумбек Таштаналиев проинформировал президента о ходе реализации проектов по ирригации. Сейчас на 14 объектах идут строительные работы. Готова проектно-сметная документация еще 22 ирригационных объектов. В 2019 году введено новых орошаемых земель на площади 730 гектаров. Новых орошаемых земель и 1950 гектаров повышения водообеспеченности. И на 2020 год нами планируется ввести 1700 гектаров новых орошаемых земель. В числе крупных проектов на ближайшие годы Дюкер-Махсат в Лилекском районе Баткенской области. Строительство трубопровода планируется завершить до 2023 года. Это позволит ввести в приграничных зонах 1800 гектаров новых орошаемых земель. Из насосных станций на самотечное орошение будет переведено порядка 3000 гектаров земли. Немаловажный ирригационный объект – это строительство освоения Куланакского массива, где данный объект тоже стоимостью около 1 200 000 000. Мы для того, чтобы не нагружать республиканский бюджет, сейчас мы договариваемся с компанией «Орион», которая будет строить Куланакский ГЭС. Они намерены нам построить головное сооружение. 107 сел по всей стране обеспечены чистой питьевой водой за последние 3 года. Это стало результатом методичной, поэтапной и целенаправленной работы госорганов, при том, что вопрос находится на постоянном контроле главы государства. Изначально было определено 653 села, нуждающиеся в чистой воде. Это села, которые вообще система питьевого водоснабжения отсутствует, либо системы питьевого водоснабжения были построены от 50-х до 70-х годов прошлого столетия. В последние 3 года нами велись работы по решению проблем в этих приоритетных селах, но в ходе решения этих проблем выявились еще дополнительные проблемные села с численностью 169 сел. Проекты в этом направлении финансируются как из бюджета, так и со стороны доноров, таких как Всемирный банк, Исламский банк развития, Азиатский банк развития, Евросоюз, ЕБРР, Швейцарская конфедерация, а также различных фондов арабских стран. Со стороны Всемирного банка были привлечены кредитные грантовые средства в сумме $701,2 миллиона, которые будут решаться проблемы в Ошской, Чуйской и Иссыкульской областях с охватом 191 села. Также инвестиционные средства привлекаются со стороны Исламского банка развития. Из Исламского банка развития были привлечены средства в сумме $23 миллиона по первому этапу, которые должны решаться вопросы по обеспечению системы питьевого водоснабжения в 24 селах Джалабадской области. Также по линии этого же банка по второму этапу привлекаются средства в сумме $60 миллионов, которые должны охватывать Баткенскую и Таласскую области с численностью 130 сел.
Президент Сооронбай Жээнбеков еще раз подчеркнул, что реализация проектов по чистой воде и ирригации является основой регионального развития страны. Он также отметил необходимость разработки национальной водной стратегии Кыргызстана. Жээнбеков рекомендовал усилить взаимодействие с донорским сообществом для завершения объектов водоснабжения до конца 2023 года. Нургуль Саматова, Эльдияр Асамбаев, Улан Сатиев, Ала-То 24.